пацаны такие, что чисто копируют моего соперника, делают все, что он делает. Такие пацаны, да, все помогают. Расскажи про своего соперника, какого числа у тебя будет бой. Расскажи про это для наших братьев, которые не знают про это. Мой соперник Райан Бенойт, он в UFC 2013 года. Он, можно сказать, ветеран UFC. Очень хороший дрался. Он Сергио Петтиса нокаутировал, Петтиса брата. И с Брэндом Морено он дрался, очень близкий бой был. Победа над этим Райаном Бенойтом мне откроет всю дорогу, и все поражения мои все забудут, мне кажется, в UFC, которые я проиграл. Это очень важно. На самом деле, Зарух, на самом деле твой первый проигрыш против Тайсона Нема, ты за неделю принял бой и дрался не в своей весовой категории. Второй бой такой был очень близкий, на самом деле, я тебе так скажу. Вот, и третий бой, иншаллах, да хаку доме к ним. Я за 3 дня скинул Меньше 10 было, да? килограмм, брат. 3 дня было, 3 дня. 3 дня было, да. Я 10 килограмм скинул. Я сам знаю, и Всевышний знает, я как дошел до клетки. У меня голова кружилась. Я еле-еле шел до клетки. Я 3 раза сознание потерял во время весогонки. И все это было ради контракта, правильно же? Да, брат, да. Все говорили мне, не делай. Тренера мои говорили. Мой брат мне говорил, не делай, не надо такое делать. Но я всю жизнь тренируюсь ради этого. Всю жизнь тренируюсь, чтобы попасть в UFC и добиться вершин. Но так получилось, что с таким путем я пошел в эту лигу. Но ничего, за все, алхамдулилля. Машаллах, брат. Впереди. Я молодой, я могу 100 раз в UFC заходить, и 100 раз в вершине быть, и 100 раз упасть. Это не проблема для меня, и это не конец света. Худохак. Зарухджон, расскажи, пожалуйста, твой бой, который пройдет в Нью-Йорке, да? Нью-Йорк или Нью-Джерси? Не, это в Вегасе пройдет, брат. В Вегасе, да? Это Лос-Анджелес. Да, в Вегасе Лос-Анджелес. пройдет. Там... Нью-Йорк и Нью-Джерси еще не разрешают драться. Там будет со зрителями или без? Не, без зрителей будет. После моего боя уже с зрителями будет. В Техасе будет. Скажи, пожалуйста, что тебя мотивирует, чтобы ты проходил весогонку, там вышел в клетку? Что тебя мотивирует, чтобы ты это делал? Честно скажу, я весогонку не сложно прохожу. Альхамдулилля, у меня весогонка всегда на позитиве проходит. Я не гоняю много веса. Сейчас мой вес 138. Сколько килограммов я сейчас скажу? 63 килограмма, 62,5. И это ничего. 2 недели до боя я спокойно могу скинуть. И моя весогонка не сильно такая, не ужасно проходит, как у других бойцов. А мотивирует меня, брат, моя семья, мои родные, близкие, те люди, которые меня поддерживают. И мотивирует меня то, что я всегда вспоминаю, откуда я начал, где я сейчас. Когда я работал, знаешь, грузчиком, когда я работал в Америке, не знаю, я везде работал, брат. И все смеялись, когда я говорил им, я хочу заработать деньги через свой спорт. Вот, все наши из Самарканда, из Таджикистана, из Узбекистана, многие, знаешь, не верили в это. И я вспоминаю всегда, когда я такой усталый бываю, я сразу вспоминаю, где я начал и где я сейчас, и сколько осталось, знаешь. И вот это меня мотивирует. Машаллах, молодец, брат. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь о своем сопернике? В чем он может быть опасен для тебя? Чем ты можешь быть опасным для него? Расскажи немножко про это. Он опасный во всех аспектах. Он хороший страйкер. Я не сказал бы, он плохой страйкер. Он такой может рубиться, знаешь. Он идет рубиться. Я не думаю, что с ним надо рубиться. Я тоже такой люблю рубиться, рубаха. Но в этом спорте, что я понял, я тактика решает. Со своего проигрыша. Не надо делать то, что ты любишь. Надо делать то, что проходит. Надо делать хитро, надо делать умно и надо выигрывать. Без разницы, как выигрывать. Правильно надо выигрывать. Без разницы, как ты выигрываешь. Зарух. Будут судить твой выигрыш
Но главное для тебя твой выигрыш. Вот это для меня главное. И мой соперник, он любит рубиться, он идет вперед, и у него борьба хорошая, он джитсер тоже, джиу-джитсу, болевые навыки любит заходить. Я над этим тоже работаю, защищаться. Но главная цель моя, я могу бороться, я тоже могу в стойке работать. Но моя цель его обманывать и умно драться с ними, выигрывать без разницы как по баллу, нокаутом, или же болевым, или же удушающим. Что хорошо пройдет, то и сделаю. Иншалла, брат. Узбекский, таджикский, везде. Очень много наших. Вот у меня ученики мои, у меня тоже все из Самарканда, из Ташкента, из Таджикистана, из Душанбе. В моем зале все наши. Все. Мои ученики тоже меня ждут, моего боя, и все болеют за меня. Машаллах, машаллах. Зарух, я хочу, чтобы ты знал, для нас главное, знаешь, вот победа или поражение, ты знаешь, таджикский народ всегда с тобой, я уверен, что и народ Узбекистана тоже всегда с тобой. И я вообще хочу для тебя подарить вот такую кепку с изображением Ахмадшаха Масуда. Как я могу его передать тебе? Брат, я после боя, иншалла, в Узбекистан прилечу. И с Узбекистана и со всеми увижусь. И до того, как я в Узбекистан прилечу, я, наверное, в России с тобой мы увидимся, вот тогда я у тебя заберу кепку, иншалла. Все, брат. А ты когда примерно планируешь в Москву прилететь? После боя, брат, я посмотрю, иншалла, если бой без травм пройдет, все нормально будет. В июне у моих учеников тоже бои есть. Я свой бой пройду сначала, и потом своим братишкам помогу, которые у меня в зале тренируются. У них тоже бои по ММА. Кстати, один ученик из Душанбе, который будет драться, а другой из Узбекистана. Короче, у нас все СНГ из Узбекистана, из Таджикистана. Ученики тоже, они тоже готовятся. После своего боя я им помогу. 12 июня у них бой. Ихний бой пройдем, потом уже соберусь в Узбекистан, иншалла. Кстати, иншалла, я тоже планирую приехать в Ташкент, так как ты сам знаешь, я являюсь режиссером и журналистом лиги Eagle Fighting Championship. Я в команде Хабиба Нурмагомедова работаю, и у нас есть большой план с поддержкой президента ММА Узбекистана Отабека, фамилия забыл, извини. Отабек Муродов, да? Отабека Мухаммадиевич. Да. Да. С его поддержкой, мы проведем большой... Много чего делает в Узбекистане. Очень развивает ММА, и я очень рад. Я вижу, как развивается ММА в Узбекистане, я очень рад. И что мне больше всего нравится в этом человеке, что он поддерживает всех ребят, вне зависимости от национальности, откуда ты, чем ты занимаешься. Он всех поддерживает, и будет большой еще один турнир в Ташкенте. Кстати, это еще инсайдерская информация тоже. Вот, я надеюсь тебя тоже там увидеть, брат. Иншалла, брат, обязательно приеду. Вот. Просто мне сейчас надо вот этот бой выиграть и пройти этого соперника, и вот эти проигрыши закрыть все.